Аефираҿы адырраҭара иҟан аамҭа, хәлыбзиақәа. Аԥеиԥш ду змоу аҟаза абас изырҳәон иара дыздыруаз зегьы. Леуарса Быҭәба аҭыхымҭақәа ԥиҵон абстракционизм ажанрала. Иара иԥсҭазаара зегьы аҟазара иадҳәалан, дырҿион аҵыхәтәантәи имшқәа рҟынӡа. Леуарса Быҭәба зых иақәиҭу асахьаҭыхыҩцәа рхеилак еиҳабыс даман. Иҩызцәа ибаҩхатәра инаваргыланы иазгәарҭон иаамысҭашәара, илаз аиҿкаареи анапхгаратә ҟазшьеи. Асахьаҭыхыҩ иҟазара акыр еихеиҳар илшон аамҭа инаҭазҭгьы, аха ицәа иалаз ачымазара бааԥсы дыхәнаҵәеит дышҿаз. Уажәы ишәыдаагало адырраҭара аефир иазырхиан зқьеишәиԥшьынжәи жәаф шықәса рзы. Авторс дамоуп ажурналист, ашәҟәыҩҩы Владимир Занҭариа. Иара иахьӡуп Леуарса Быҭәба игалактика. Ҳаиҭазыхынҳәып иҟаз аамҭа. Я решил, что я просто готов, потому что я в этом году выношу на экспозицию только новые работы. У меня нет ни одной работы, которую я выставлял в прошлом году. Все, что сегодня я хочу предложить зрителю, это все новые работы, сделанные за прошлый год, за время после последней выставки. Леуарс, получается, что это фактически за небольшой промежуток времени ты смог создать очень много работ. Это связано даже с каким-то физическим напряжением, потому что работа над картиной — это не только духовная какая-то отдача, но еще и, видимо, физическая. Вот как процесс у тебя это проистекает? Вот, может, кому-то покажутся они такими несколько легкими вещи, которые вот, на первый взгляд, но эта легкость достигается очень скрупулезным трудом. Я для себя сначала решаю пластическую, цветовую, композиционную какие-то вещи, то есть решаю эстетическую задачу. И вплетаю туда по мере возможности какие-то сюжетные вещи, чтобы это еще дополнялись какими-то вещами. Ахра, что ты мог бы сказать о соотношении формы и цвета в работах Леуарса Быҭәба и вообще об особенностях его стиля? Безусловно, работа Леуарса в первую очередь это, конечно, цвет и форма, композиция. Мне кажется, что он постарался, не то что постарался, видимо, в процессе работы, творчества, он создал свой собственный стиль. Наверное, это немногим удается, потому что существуют какие-то школы, направления, традиции. Но вот что мне, например, хотелось бы сказать, что какие вот у меня эмоции, что самое для меня главное, что вот я вижу в его работах.
Вот когда приходишь на его выставку или просто смотришь его картины, это как бы не просто вот впечатление, которое ты получаешь, вот, скажем, ты пришел, увидел, да, тебе понравилось, или там тебе что-то не понравилось. Мне кажется, над каждой его работой человек может сам дальше работать над его работой, додумывать, домысливать. В этом плане вот, она напоминает даже не просто искусство, а вот в его работах есть что-то высокотехнологичное. Леварса я знаю давно, еще мы с художественной школы были знакомы, учились вместе. И те работы, которые за этот период вновь для меня как бы открыли его, потому что был период, когда мы очень тесно сотрудничали, выставлялись и в Санкт-Петербурге, за пределами Абхазии. А сейчас это такой подарок наверное, для каждого присутствующего здесь. Такая энергия жизни, экспрессия, интересные композиции, ряд каких-то находок, которые раньше где-то усматривались, но еще не были изначально, как говорится, заложены. Сейчас полностью он раскрывается. Мы знаем, насколько богат наш фольклор во всех отношениях. Но я не знал, например, что наш народ может вот до такой степени воспринимать сочетание цветов. И через цвета выражать такие глубокие мысли, какие я сейчас увидел у Леварса Будбы. Что меня больше всего радует в его работах, это то, что он свои мысли никогда не навязывает. Там столько, можно самому домысливать. Это зависит от того, как ваш душевный настрой, ваш умственный настрой, ваша подготовка к зрительному восприятию всего этого. То есть он дает вам простор самому мыслить и думать, что бы вы хотели в этом мире узнать и почувствовать. И я думаю, что вот в лице Леварса Будбы наше изобразительное искусство достигло больших высот в смысле нового, я бы сказал, может быть, даже абхазского авангарда, что ли, нового возрождения. И то, что после войны произошло в Абхазии, возрождение, духовное возрождение, он как бы является одним из олицетворений той духовной большой культуры, которую мы сейчас чувствуем у своего народа. У меня просто была задача сделать очень красивый холст. И когда я начал делать холст, вдруг увидел, что в игре красок там и так далее, мне надо было добавить какую-то узнаваемую вещь, внести какой-то элемент, интригу какую-то в мозаику. И этой интригой я нашел такую схематическую птицу, не знаю, насколько она интересна зрителю, но мне кажется, что она удалась. Это пленерная вещь. Я иногда выхожу на пленер, чтобы у меня палитра не оскудела, чтобы естественные природные краски как-то оставались у меня на палитре. Хотя я всегда работаю очень активными открытыми красками. Но пейзаж для меня уже потерял такое значение творческой вещи. Это такое отдохновение. Просто вышел, сделал маленький пейзажик. Но для меня все-таки сегодня важнее делать сложные композиции. Эту композицию мне заказывали друзья мои с Афробанка. Но одно единственное, что они хотели, чтобы на картине были паруса. И вот когда я начал разрабатывать композицию с парусами, когда она была сформирована в таком виде, как центральная ее часть, я вдруг увидел, что в композиции мне чего-то еще не хватает. Мне надо было что-то добавить. Я добавил 2 маленьких холста, на котором есть какие-то может быть, вещи, которые напоминают нам город Сухуми. То есть все-таки я хотел как-то увязать это с нашим берегом. Получился такой триптих. Это одна такая у нас работа. Это «Похищение Европы». Это такое фривольное трактование сюжета. По идее, ее должен похищать Зевс, который превратился в огромного быка там и так далее. А я тут немножко позволил себе вольность, я играл немножко со всеми этими вещами, с сюжетом. И тут получается, что Зевс превращается у нас в скакалочку, на которой скачет Европа.
может быть, непозволительное такое вольнодумство. Я зашел, увидел там море цвета, все эти формы, все вот так вот, как в другую вселенную тебя вводит, это здорово. Но потом, когда ты остаешься один, спокойно начинаешь смотреть, анализировать картины, это доставляет еще больше удовольствия. Там, например, работа вот у него была «Похищение Европы», да? Я не знаю, уместно ли разбирать картину вот так вот по каким-то частям, но вот я все-таки хотел бы сказать, там в один момент она как бы сидит на быке, и одна нога как-то уходит куда-то вот за какую-то пелену, за что-то, какое-то, как будто прозрачное там, понимаешь? Такие вещи, это, может, я банальные вещи говорю с точки зрения искусствоведения, но вот для себя. Мне кажется, это не приемы живописи, это приемы спецэффектов, специальных компьютерных эффектов и так далее, понимаешь? То есть он это взял и вот перенес в живопись. Значительная часть этой композиции сделана из фрагментов дома Алоизи, который в Сухуми очень известен. Но сюда добавлено еще несколько кусков нескольких других зданий города. Я люблю делать какие-то коллажные композиции. В общем-то, я воспринимаю это не столько как пейзаж, сколько как сложную композицию вот такого характера. Родиной общеизвестного Прометея, говорят, является Кавказ и, возможно, даже Абхазия, потому что прообраз Прометея Абраскил в абхазской мифологии очень значим, и то, что греки приковывают своего Прометея к Кавказу, наверное, тоже вещь не случайная. Но суть в том, что когда я начал делать прикованного к скале богоборца, мне по композиции посадить лошадь оказалось сложнее, чем птицу, и мой задуманный Абраскил превратился в Прометея. Но, наверное, это символично, то, что Абраскил превратился в Прометея, Прометей в Абраскила и так далее. Стиль, он такой ярко выраженный, мозаичный, но сам художник относит себя к абстрактному фигуратизму. Ну, в общем, что привлекает, это зрелищность его работ, гим определенному цвету, превалирующему красному. Излюбленные темы – это городские пейзажи, то есть гим такой городу Сухуми. Это можно проследить почти во всех работах, даже если есть какие-то определенные лица, возникают вот из цвета, то все равно какие-то фрагменты отдельного города. Но вот сейчас он как-то раскрылся по-новому, и чувствуется новый этап как бы в его творчестве. Это как бы новая тема, классические сюжеты, вот рождение Афродиты, мифологические сюжеты, да, они как-то по-новому играют и привлекают внимание, особенно вот посетителей, сегодняшних посетителей. Это тоже из моих поисков композиций всевозможных. Дерево и фонарь. Мне интересно было вот разбить холст на квадратики, ромбики там и так далее, вот поиграть с холстом, вплетая туда какие-то предметные вещи. Вообще то, что я делаю, мне иногда кажется, что можно было бы назвать, это вообще задача искусствоведа, конечно, называть, что это такое, но я думаю, что может быть фигуративный абстракционизм, потому что задача беспредметной живописи — это сделать какие-то красивые вещи, вот, найти какое-то красивое сочетание там и так далее. И предметной живописи я пытаюсь совместить и найти какой-то компромисс между двумя такими направлениями живописи. Это опять такой же пейзажик, как и предыдущий. Это пленарная вещь. Вынес этюдник, постоял, отдохнул на природе, сделал маленький пейзажик и вернулся домой. Это уже, несмотря на то, что все признаки пейзажа присутствуют здесь, там узнаваемые пальмы, там кусок дома и так далее, но я думаю, что это все равно больше такого осмысленная композиция, чем просто кусок стены и дерева. Здесь задачи стояли немножко другие. Вообще вот проблема синтеза меня интересует очень глубоко. Синтеза стилевого, там еще какого-то. Все, что здесь ты видишь, я вот часто спрашиваю, а что это за направление, что это за... Вообще это задача, конечно, искусствоведа, решать, что это за направление, но
Я для себя тоже иногда задумываюсь, когда вижу, а к чему бы это приравнять. Вот делать совсем беспредметные вещи, наверное, интересно. Вот я убедился, что это очень интересно, когда увидел подлинники Кандинского. Я понял, что этот художник не шутил, когда делал беспредметные вещи. Каждая линия, каждое пятно, каждое все выверено, продумано, прочувствовано, все посажено на место. Вроде нет там какого-то предметного мира, но видишь сильно организованную жизнь какую-то, которая кипит на этом холсте. Пытаюсь работать на грани двух очень противоположных, очень разноречивых стилей. Это предметной живописи и не беспредметной живописи. Пытаться делать синтез одного с другим. И кроме того, я учился на графическом факультете. Там, естественно, мы пользовались крайне редко цветом, если это цветная литография или что-то такое. Но там главную задачу надо решать пятном. Белым, черным пятном. И композиции там несут свои какие-то задачи, то есть отличные от живописных. И сегодня, когда я уже занимаюсь только живописью, я иногда вижу на холстах своих оттенок того, что я учился. Отголоски графики, да? Да, графики. Я рад, что он творит, он действительно работает, он работает над собой. Люди, которым приходит какой-то успех, там, или которые чувствуют, что они уже начинают привлекать внимание, что у них есть работа, они как-то и сами тоже меняются, немножко становятся такими снобами. Леварса сохранил тот прекрасный стиль поведения и мировоззрения, которым был еще там в студенческие годы. Он такой же легкий в общении. Вот у него есть такой шарм, который никуда не пропал. Знаешь? Я думаю, что если он даже будет зарабатывать за каждую картину по $50 000, он абсолютно не изменится, будет говорить на всякие вот такие вот темы,
И будет нормальным Леварсе, которого мы знали, так вот и любили, и любим. Начинает он работу не с сюжета, а с накладывания на холст мазков. То есть цвет как бы диктует, основной акцент делается на цвет, а сюжет он вторичен и рождается как бы уже после каких-то определенного соотношения, после определенного соотношения цвета. И это он отмечает, и в принципе, наверное, все же это бросается, когда смотришь на его работы. Но я думаю, что художник, который вот отличается такой душевной теплотой, мужеством, работоспособностью, талантом, я думаю, что у него большие перспективы, и мы, конечно, хотим его видеть. Мне очень нравится, здесь только положительные эмоции. Я хочу поблагодарить Леварсу, потому что я, в принципе, первый раз смотрю его работу, мне очень интересно, и я хочу пожелать ему здоровья, счастья, удачи, чтобы у него не исчерпывалась та энергия, которую он нам дарит, которую он дарит людям, которые приходят сюда смотреть на его работы, на его прекрасные работы. Я вообще люблю очень этот вид искусства. Больше всего мне нравится импрессионизм, наверное, потому что я очень люблю эту эпоху. Наверное, братьев Мане. Очень нравится, да. Да. Эти особенно две большие, вот эта и другая первая, которые там, да, туда. Не знаю, я не могу сейчас картину объяснить, и все я не разбираюсь, но мне очень нравится. Да. Мне напоминает уже Кандинский, да. Кандинского? Да. Подобные выставки, концерты, театральные представления, хореографические представления, все это является как бы панацеей для народа. После того, как народ пережил такое потрясение, такую трагедию, вот видеть такую радость, чувствовать такую радость, я думаю, что это самое большое, что можно сейчас сделать для своего народа. Я поэтому очень благодарен художнику. Я, конечно, пожелаю творческих успехов автору, и чтобы эта выставка была продолжением того перерыва, возрождения Сухумской школы живописи. Потому что все те художники, которые здесь жили, творили, живут, они являются создаватели именно сухумской традиции, сухумской школы. Начиная от Варвары Бубновой, еще глубже, можно сказать, ряд авторов. И чтобы эта традиция, она была стабильна и только шла на возвышение. В Сухуме вообще была очень хорошая школа. Она была интересна тем, что большая группа, интернациональная группа, я подчеркиваю, ребят, сухумцев, которые делали очень, на мой взгляд, интересную живопись. Один из них, Саша Баяджан, сегодня я рад его тому, что он случайно оказался в городе, случайно оказался гостем этой выставки. Многие из этих ребят сегодня кто-то находится в Санкт-Петербурге, кто-то где-то в Москве, кто-то в Германии. Смаху я мог бы назвать десяток имен, но я хотел бы вспомнить Вовку Шангилая, Шакву Бакучава, Адгура Дызария, Семенцова Алика, Диану Воба. То есть это не один, это десяток имен. Это радовало, потому что это была уже традиция города. То есть вот тот культурный пласт, который накоплен был в этом городе, как-то отражалось. И самое интересное было то, что это были очень разные все художники. Единственное, что я хотел бы добавить, может быть, еще какое-то количество работ, но я думаю, что это все впереди, может быть, какие-то выставки и так далее. Будем работать, а там посмотрим.
Будем работать, а там посмотрим. Хатырскуа телехуапшца хараха проекту епхеги яцахцуит. Эйта айфираджа хайкушоит яйва авяшачна. Эйта хгвала харфюит иqaz амта. Ожезы абзераз. Шманшалас.